Так и что, мы опять поем? Ну, выпуски с песнями набирают больше лайков и просмотров, чем выпуски без песен, поэтому сегодня с удовольствием исполню композиции группы Ария. Танец смерти глуп и страшен, но пока не пробил час за грехи всех предков наших, время смут карает нас. И какая у нас тема подарка будет? Ну, смутное время. Смутное время, призрак свободы на коне. Ну ты прям Муслим Кобзон. Погнали! Казанские татары после череды восстаний и освободительных войн второй половины XVI века оказались обескровлены. Самая непримиримая часть служилого сословия погибла в сражениях, а другая перешла на русскую службу, став привилегированным сословием князей и дворян. Часть из них приняла добровольно или по принуждению православия, составив отдельное сословие новокрещенных дворян. Все это создавало особые условия для существования татар и мусульманского податного населения. Они не проявляли политической активности, не имея авторитетных вождей, не рассчитывая на успех вооруженного противостояния с царской властью. Однако после выступления Лжедмитрия II и непродуманных действий правительства Василия Шуйского в стране началась гражданская война. Выражая интересы крупных землевладельцев и будучи обязан им своим воцарением, новый царь своими действиями настроил против себя мелкопоместное служилое дворянство. Выступления Ивана Болотникова и нового Лжедмитрия II, их антибоярские лозунги попали на благодатную почву, вызвав раскол в российском обществе. К восстанию казаков и пограничных казацких районов подключились более широкие слои служилого сословия, в том числе служилые татары. С этого времени значительная часть служилых татар перестала поддерживать власть царя и начала переходить на сторону Лжедмитрия II. Мятеж против боярского царя моментально перерос в гражданскую войну. Мещерские и нижегородские служилые татары оказались в самом центре событий. Следует сказать, что служилые татары Мещерского края составляли значительный воинский контингент. Фактически это была одна из самых многочисленных дворянских корпораций. В росписи похода 1604 года против самозванца упоминаются 450 касымовских, 537 темниковских, 543 кадомских татарина и 220 мордвинов из Кадома и Темникова. Главную опасность для властей представляло то, что основной движущей силой мятежа были служилые люди, знакомые с тяготами военной жизни, вооруженные и обученные не хуже царских войск. Разумеется, все они имели разные цели, но в одном были едины – прекратить произвол московского родовитого боярства, какой являлась власть шуйских, пренебрегавшая интересами остальных служилых людей. Полная картина участия служилых татар в событиях смутного времени еще требует описания, но красноречивее других свидетельств о судьбе татар в период смуты могут поведать биографии некоторых участников этой исторической драмы. Одной из самых типичных была жизнь и судьба касымовского хана Уразмухаммеда. Родился он в приоральских степях и являлся султаном, потомком Чингисхана от его внука Тука Тимура и сыном Ундан султана из рода правителей казахского ханства. Однако род Шигая не был правящим и не имел шансов занять какой-либо престол. Поэтому, когда юный султан был призван сибирской знатью, чтобы занять трон сибирского ханства, который освободил бежавший хан Кучум, молодой султан или его род решили принять предложение. Они надеялись достичь власти и богатства при дворе нового хана. В 1587 году в ходе войны с Кучумом и русскими войсками Уразмухаммед потерпел поражение и был вместе со своей свитой взят в плен сибирским воеводой Чулковым. Вместе с другими знатными пленными султан был отправлен в Москву. Здесь он получил радушный прием и был принят на службу. Уже в 1590-91 году он участвовал в походе на шведов, а в 1595 участвовал в переговорах с послом своего дяди казахского хана Тевеккеля. Он особо подчеркивал, что живет на русской службе прекрасно, пользуется милостью царя Федора Годунова, владеет поместьями, а по словам самого царя Тевеккеля, оказывается, что султан пожалован по его достоинству многими вотчинами, поместьями и деньгами.
Степень доверия царя к молодому царевичу была так велика, что он назначил его в 1600 году касымовским ханом. Это была особая и почетная должность для служилого царевича. Он не только получал значительные владения и денежное довольствие, но и важный политический статус, позволяющий ему играть серьезную роль при царском дворе. Когда страна оказалась расколота появлением самозванца, ставшего царем Дмитрием, а потом и вовсе погрузилась в пучину смуты, новый государь Василий Шуйский призвал Ураз-Мухамеда и его служилых татар на службу и бросил против восставших северной земли. В хронографе помещено сообщение, что в 1607 году по велению царя Василия татарам и черемисе велено украинных и северных городов уездов всяких людей воевать их в полон и мать и животы их грабить за их измену. А видимо несколько ранее, еще при дворе царя Бориса Ураз-Мухамед познакомился с Петром Урусовым, урожденным Ураком, сыном ногайского Мурзы Джан Арслана. Петр Урусов и его брат Зарбек были сыновьями одного из Мурз младшей ветви правящего дома. Они включились в междоусобную борьбу и стали угрожать интересам России. Астраханский воевода совершил поход на их ставку и захватил в плен. В качестве заложников они были отправлены в Москву, где были крещены Урак под именем Петр, а Зарбек под именем Александр. Здесь им были пожалованы большие чины и денежное содержание. Князь Петр Урусов, в частности, в 1594 году при приеме послов Священной Римской империи наряжал вина и разливал их гостям во время царского пира. Имеется не очень определенное сообщение, что Петр был женат на вдове князя Шуйского. В период смуты князь Петр Урусов был не очень заметен, но после воцарения Василия Шуйского поддерживал его правительство. По мере нарастания недовольства в стране и углубления раскола в обществе Петр Урусов и касымовский хан Ураз-Мухамед, а также часть служилых татар, решили сменить лагерь. Так в Тушинском лагере оказались касымовские, романовские, астраханские, юртовские татары. Видимо, посланные против войск Лжедмитрия II, они перешли на его сторону. Здесь необходимо сказать несколько слов о том, почему вопрос лояльности татар был настолько важен. Во-первых, это была прекрасная кавалерия, маневренная и стойкая. Вооружена она была много легче, чем польские гусары, но превосходила их маневренностью, быстротой нападения и отступления. Русским войскам они не уступали практически ничем. Во-вторых, татары составляли довольно значительную часть войска самозванца, но при этом очень верную, дисциплинированную. В отличие от казаков, а тем более отрядов шляхты и наемников, они были верны своему хану и не устраивали мятежей и заговоров. В-третьих, переход татар во главе с касымовским ханом резко повышал авторитет Лжедмитрия II и делал его шансы на признание русской знатью более высокими, а также добавлял ему международный авторитет. В июле 1610 года Лжедмитрий II, взяв Серпухов, Коломну и Каширу, встал у села Коломенского, и казалось, что окончательная победа над правительственными войсками близка как никогда. Однако 17 июля 1610 года Шуйский был свергнут дворянами под предводительством Липунова, и вся власть перешла к Боярской думе во главе с Мстиславским. К моменту решающего наступления самозванца Семибоярщина во главе с Мстиславским, Голицыным и Мезецким уже поспешила заключить с польским гетманом Жалкевским договор о признании царем сына Сигизмунда III, Владислава, при условии его перехода в православие. Одним из принципиальных пунктов этого соглашения было обязательство сторон действовать против Лжедмитрия II. Положение самого Лжедмитрия оказалось крайне шатким. Ситуация осложнялась и позицией его отрядов, поскольку основу его войск составляли польские отряды князя Вишневского, князя Ружицкого и других. Лжедмитрию пришлось бежать, оставив свое войско, после чего фактической опорой его стали казаки Заруцкого и татары Петра Урусова и Ураз-Мухамада. Однако вскоре череда военных поражений заставила касымовского хана сомневаться в способностях тушинского вора стать царем. Касымовский хан посетил 1 апреля 1610 года лагерь Сигизмунда III под Смоленском. Там ему и его бывшим тушинцам был оказан благосклонный прием. Хан, в свою очередь, ответил согласием и обещал привести с собой всех татар. Однако семья его оставалась в лагере у Лжедмитрия II, и хан решает вернуться к самозванцу в Калугу, чтобы забрать их с собой. Дальнейшая судьба Ураз-Мухамеда, появившегося в стане самозванца, довольно
полно описано в записках современников, а особое подробное изложение сохранилось в книге очевидца смуты 1601-1611 года немецкого авантюриста на российской службе Кондрада Бусова. Несмотря на кажущуюся прозрачность событий, непонятно, зачем Ураз Мухаммед вообще вернулся в ставку самозванца, то ли действительно забрать семью, то ли с тайным намерением устроить заговор с целью убийства Лжедмитрия II и развалить его лагерь. На последнее в определенной мере намекал в своих воспоминаниях гетман Жалкевский. Другие авторы, Конрад Бусов, Исаак Масса, описывали эти события более пространно. После неудачной попытки взять Москву летом 1610 года самозванец отступил к Калуге и стал готовиться к новому походу. Но сын Ураз Мухаммеда донес Лжедмитрию, что его отец собирается прикончить самозванца, и Лжедмитрий решил опередить касымовского царя. Во время охоты за Окой он напал на ничего не подозревавшего Ураз Мухаммеда и убил его. Чтобы скрыть убийство, Лжедмитрий поскакал к своей свите, крича, что хан намеревался убить его, но он, Лжедмитрий, чудом спасся. Возможно, все эти слухи имеют право на существование. Служилые татары были явно недовольны тупиком, в который зашла политика тушинского вора, и тяготились своей ролью при дворе самозванца. Они воевали с русским государством, и с каждым сражением победа становилась все более призрачной, а поражение и расплата за измену все более явственными. При этом в лице Сигизмунда III и его сына Владислава они видели реальную силу, способную объединить страну и проводить продворянскую политику. В этой ситуации касымовский хан не мог не вести переговоров со своим окружением о переходе в польский стан. Однако Лжедмитрий II опередил его и покончил, как ему казалось, с татарским заговором. По всей видимости, смерть Ураз Мухаммеда вызвала возмущение среди служилых татар, а Петр Урусов открыто выступил против Лжедмитрия с обвинением в убийстве. Опасаясь потерять лояльность оставшихся в своем войске татар, Лжедмитрий не решился казнить Урусова, а заключил его под стражу. Спустя 6 недель, когда татары отличились в боях, они потребовали освободить Урусова из заточения. К их просьбам присоединились Марина Мнишек и видные бояре. Под таким напором Лжедмитрий не выдержал и согласился. Уступая давлению служилых татар и ряда своих соратников, Лжедмитрий освободил опального князя из заточения и прилюдно простил его. Однако сам Петр Урусов, по всей видимости, его не только не простил, но и задумал отомстить. Главное же, что он понял, действия Лжедмитрия ведут к поражению и гибели его сторонников. Он решил покончить с самозванцем и спасти себя и своих людей. Князь ждал только удобного момента для осуществления плана мести. Случай представился 11 декабря 1610 года, когда Лжедмитрий решил отправиться на прогулку, взяв с собой эскорт татар во главе с Петром Урусовым. В это утро он, Лжедмитрий, поехал на санях на прогулку, взяв с собой по обыкновению шута Петра Кошелева, 2 слуг и татарского князя с 20 другими татарами. Когда же Дмитрий отъехал в поле на расстояние в четверть путевой мили, открылся тайник, в котором долго была заключена злоба татар на Дмитрия. Князь Петр Урусов подъехал как только мог ближе к саням Дмитрия, стал льстить ему и так смиренно говорить с ним, что Дмитрий не смог заподозрить ничего дурного. Князь же, очень ловко приготовившись к нападению, выстрелил в сидевшего в санях Дмитрия. Затем, выхватив саблю, снес ему голову и сказал: «Я научу тебя, как топить в реке татарских царей и бросать в тюрьмы татарских князей, ничтожный обманщик и плут. Мы преданно тебе служили, а теперь я возложил на тебя ту самую последнюю корону, которая тебе подобает». После этого Петр Урусов поднял свои отряды и покинул лагерь самозванца. Шут Петр Кошелев и 2 слуг, продолжает Конрад Бусов, ускакали в Калугу и рассказали, как царя Дмитрия короновал татарский князь. По словам Бусова, потомки в московском государстве будут и вечно благодарить татарского князя за то, что он положил конец свирепствованию Лжедмитрия, ибо из-за него во всей России было много бед, сильных опустошений, убийств и смертей. Смерть Лжедмитрия II окончательно развалила Тушинский лагерь. Сам же Петр Урусов бежал в Крым, где стал видным приближенным крымского хана, советником по московским делам и одним из организаторов нападений на Польшу и Россию. Принимая самое деятельное и активное участие в перипетиях внутренней политики Крыма, он погиб во время мятежа Нагаев в 1639 году. Друзья, обязательно пишите в комментариях под видео свои мнения о выпуске.
Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. С вами был Ренат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.